Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Победа Шавката Рахмонова, исторический нокаут в кулачке и смена власти в ACA. Об этом и не только расскажем в этом выпуске. Армысым спортсерком. Меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Героем недели по праву можно назвать Шавката Рахмонова, который одержал победу над ирландцем Иэном Гэри единогласным решением судей. Да, в пятом раунде задыхался не только Намат, но и все мы. Однако через несколько секунд Шавкат показал, почему он считается одним из лучших в своем деле. Эмоции от этих секунд мы получили самый что ни на есть спортивный, который дарит нам 1xBet. Кстати, по словам главного тренера Dart Team Эдуарда Базрова, Рахмонов на бой вышел с травмой и, тем не менее, справился со своей задачей успешно. Если UFC любит рисковых парней, то Шавкат в очередной раз отметился в числе таковых. BKFC 69. Рекордный нокаут за 2 секунды. Джастин Уотсон творит историю. На турнире BKFC 69 произошло нечто уникальное. Джастин Уотсон установил новый рекорд промоушена, отправив своего соперника Кола Феррелла в нокаут за невероятные 2 секунды. Такой молниеносный результат стал не только первым в истории BKFC, но и превзошел достижения легендарных бойцов, включая даже Майка Тайсона в его лучшие годы. Перед боем Уотсон считался аутсайдером, имея 2 поражения подряд. Но уже с началом схватки он перевернул все прогнозы. Практически сразу после команды рефери он правым оверхендом отправил Феррелла на настил, зафиксировав результат, который ранее казался практически невозможным. Этот нокаут побил предыдущий рекорд BKFC. В 2020 году кубинец Улисес Диас нокаутировал американца Дэниеля Бенедетто за 3 секунды. Даже звезда ММА Конор Макгрегор не смог сдержать восторг. Быстрейший нокаут в мире. Вау, написал он в соцсетях. Для Уотсона этот бой стал началом новой главы в его карьере. А для мира BKFC напоминанием о том, как неожиданно может закончиться поединок в этом жестком виде спорта. Иван Емельяненко обвинен в нанесении тяжкого вреда здоровью. Его судьба решится 19 декабря. Иван Емельяненко, младший брат бойца ММА Александра Емельяненко, обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью. В уличной драке он ударом тяжело травмировал лицевую кость оппонента. Потерпевший требует теперь 500 тысяч рублей компенсации. Но Александр заявил, что помогать в выплате не будет. Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что у Ивана хорошие характеристики, и все надеются, что он избежит тюремного срока. Суд вынесет приговор 19 декабря. Тем временем Александр Емельяненко возвращается в спорт. После реабилитации он подписал контракт с НФЛ и выйдет на бой 21 декабря. Асу Алмабаев вернется в UFC в феврале 2025 года. Казахстанский файтер Асу Алмабаев готовится к следующему бою. Главный тренер Dart Team Эдуард Базров в интервью на ИЗА ТВ подтвердил, что бойца ожидает поединок в конце февраля следующего года. На данный момент ведутся переговоры, но точно даты и соперника пока нет. Но бой точно состоится до Рамадана. Возможно, UFC хочет еще раз прощупать Зульфикара, а может и даст уже претендентский бой. В любом случае, он готов к любым вызовам, отметил Базров. Тренер подчеркнул, что Алмабаев способен стать серьезной проблемой для чемпиона Александра Пантожи, благодаря своей борьбе и выносливости. Однако перед титульным шансом, по словам Базрова, потребуется еще 1-2 боя. У каждого свое время, но мы верим, что Асу на правильном пути. Поединок станет важным этапом для Алмабаева в его карьере и в борьбе за место в числе топ-бойцов UFC. ACA объявила о новом президенте. Теперь лигу возглавит Магомед Бибулатов. 15 декабря в Москве состоится грандиозный турнир ACA 182 с 2 титульными боями и обилием звездных поединков. Однако ключевым событием стала не спортивная часть, а неожиданное объявление на пресс-конференции. Вице-президент ACA Асламбек Бадаев заявил о серьезных кадровых изменениях. Новым президентом организации назначен Магомед Бибулатов. Он человек из ММА, который выступал на международной арене. У Магомедова есть опыт, которого нет ни у кого из нас, отметил Бадаев.
Бибулатов, в прошлом боец и вице-президент лиги, рассказал о своей новой роли. Это большая ответственность, говорит. Решение принято главой республики Рамзаном Кадыровым. Майырбек Хасиев сосредоточится уже на других задачах. Хасиев, лицо лиги последних 10 лет, уходя, оставляет заметный след. Его харизма, яркие высказывания и неожиданные поступки, такие как вручение бонусов прямо в клетке, сделали ACA популярной не только в СНГ, но и за ее пределами. Теперь управление переходит к Бибулатову, и фанаты с нетерпением ждут, каким будет новый этап в истории ACA под новым руководством. ACA вводит допинг-тестирование бойцов с 2025 года. Новоиспеченный президент лиги ACA Магомед Бибулатов объявил, что с января 2025 года российский промоушен начнет проводить допинг-тестирование спортсменов. Это шаг, которого фанаты и эксперты ожидали давно. Ранее ACA уже пытались внедрить контроль, но результаты тестов не публиковались. Новый этап под руководством Бибулатова обещает сделать подход к чистоте спорта более прозрачным. Напомню, что заключительный турнир 2024 года ACA 182 состоится 15 декабря в Москве. В одном из самых ожидаемых боев казахстанский боец Артем Резников встретится с российским соперником Юсуфом Раисовым. Турнир станет важной вехой перед началом новой эры в истории промоушена. А далее слово переходит к моему коллеге Диасу, который расскажет об итогах прошедших турниров. А я спешу напомнить, что спонсор спортивных эмоций 1xBet. Ну что ж, друзья, всем доброго времени суток, с вами Диса, и у меня есть что рассказать. Погнали! В пятницу 6 декабря в Санкт-Петербурге прошел турнир «Наше дело 86». В главном бою вечера Хадис Ибрагимов победил Вадима Немкова раздельным решением судей и стал новым чемпионом в тяжелом весе. В соглавном событии вечера Александр Грозин победил Магомеда Сулумова единогласным решением судей и стал новым чемпионом в легком весе. Но многие комментаторы недовольны и не согласны решением судей. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Также в главном карде прошел бой между нашим казахстанским нокаутером Аслжаном Бахаджануло и экс-бойцом UFC Шамилем Гамзатовым. Аслжан победил Шамиля единогласным решением судей, вызвав много положительных эмоций у болельщиков. Ну а главный спонсор наших спортивных эмоций 1xBet. Ну и конечно, в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 310. В главном событии вечера Алешандро Пантожа провел третью защиту пояса на легчайшего веса. Соперником стал дебютант UFC Кая Сакура. Чемпион победил удушающим приемом во втором раунде. После победы бразилец поднялся на 2 строчки в рейтинге Pound for Pound. И теперь он делит 9-е место с Леоном Эдвардсом. Ну и конечно, в соглавном событии вечера наш Шавкат Наматрахмонов победил Иэна Мачадо-Гэри единогласным решением судей. Хочу заметить, это первое поражение для ирландца. Теперь новый рекорд Иэна Мачадо-Гэри 15-1. Ну а для Шавката это новый рекорд 19-0 и первая недосрочная победа. Он поднялся на вторую строчку рейтинга полусреднего веса, до этого он занимал 3-е место. Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением судей, но результат вызвал большие споры в интернете, в мире ММА. Комментаторы пишут, что Волкова ограбили. Сам Александр тоже так считает, и даже президент UFC Дэна Уайт сразу после боя сказал, что также не согласен с решением судей. Ну а Мавсар Евлоев победил Алджимейна Стерлинга единогласным решением судей и поднялся на 4-ю строчку полулегкого веса, а Стерлинг остался на 9-м месте. Надеемся, Мавсару уже дадут титульный бой. Вот такие у нас короткие новости горячих выходных. Друзья, еще раз всех поздравляю с победой Шавката. Обязательно пишите комментарии, за кого вы болели, с кем вы не согласны и что вас впечатлило. Не забывайте ставить лайки. Ну и мы прощаемся с вами до вторника. Всем пока! Чемпион UFC Мераб Двалишвили сцепился с Арманом Тугаевым. На прошедшей неделе в UFC подрались два казаха – Шавкат Наматрахмонов и Арман Тугаев. Все началось с провокации. Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили выкрикнул, что Шавкат Рахмонов проиграет. На что Тугаев ответил возражением. Спор быстро перерос в агрессию. Чемпиона удержала охрана, но его партнер по команде Денис Базуки успел нанести 2 удара. Инцидент не остался незамеченным руководством UFC. Дана Уайт прокомментировал ситуацию так. Нельзя постоянно драться с фанатами. Конечно, можно, но это обойдется в кучу денег. Такое случается, особенно в нашем бизнесе. Мераб, такой парень. Это далеко не первая его стычка с болельщиками.
Но теперь UFC предстоит разобраться с последствиями, а фанаты спорят. Импульсивность Двалишвили – это проявление характера или ненужный риск для его карьеры? Ну и для здоровья другого человека тоже. А что вы думаете об этом? Как обычно, пишите в комментариях. 1 миллион 150 тысяч долларов. Таков заработок Намада за бой с Йеном Мачадо Герри на прошедшем турнире UFC 310. Выпуск подошел к концу, друзья. Спасибо, что вы с нами. Пишите в комментариях, подписывайтесь и ставьте ваши лайки. Всем хороших, позитивных и спортивных эмоций, которые дарит нам 1xBet.